Улица Крупская является главной дорогой, ведущей в сторону поселка Аркаима и других населенных пунктов, находящихся в той стороне. Движение здесь всегда активное и беспрерывное. Как отмечают жители улицы, следуя по данному отрезку пути, водители часто нарушают правила дорожного движения, и в первую очередь речь идет о скоростном режиме. Зимой это уже забор два раза выправлял. А так сколько вылетали, это вообще бесполезно. Всей улицы, подписи, документы лежат, у соседа, чтобы полицейские поставили, бесполезно. Нет, говорит, тут у вас аварий не бывает, ничего, как я не пойму это. Постоянно тут с обгоном ночью, вечером, ночью, тут вообще как гоночная трасса тут. Накануне вечером Ришат Музафаров, как обычно, находился дома, когда с улицы донесся свист резины, а затем и стук удара. Мужчина подумал, что произошло очередное столкновение автомобилей, но, выйдя на улицу, был поражен увиденным. На обочине перед автомобилем марки ВАЗ-2114 без движения лежали двое мальчишек. Спустя считанные минуты на место происшествия приехали экипажи ДПС и карета скорой помощи. После госпитализации детей сотрудники ГИБДД начали восстанавливать картину дорожно-транспортного происшествия. Как выяснилось, ребята 7 и 9 лет решили перейти дорогу. Пропустив приближающийся автобус и не дождавшись, когда откроется полный обзор проезжей части, они поспешили перейти улицу. В этот самый момент с противоположной стороны летела машина. Водитель 85-го года рождения применил экстренное торможение, но было слишком поздно. Двое из 3 ребят были буквально снесены полуторатонной махиной. Состояние средней степени тяжести. По наблюдениям, по поступлению средней степени тяжести находятся они. Сознание разговаривает, кушает. По объему обследования сейчас проведенной, угрозы жизни детям нет. А часто ли поступают дети после ДТП? Да, часто начинают поступать, когда летом у нас дети ДТП много бывает, когда уже на улице гуляют дети без родителей. По факту ДТП вынесено решение. Вины водителя нет, так как дети переходили дорогу в неустановленном месте. Как минимум ближайшую неделю ребята проведут в больнице и пройдут все необходимые обследования. Всего же за 2016 год в приемный покой в результате аварии поступило 3 детей. Как отмечают сотрудники ГИБДД, в первую очередь безопасность детей на дорогах зависит от родителей и от проводимой ими профилактической работы. У водителя, совершившего наезд на пешеходов, в результате освидетельствования употребления алкоголя или наркотических средств не выявлено. До этого на данном участке дороги дорожно-транспортные происшествия не были зарегистрированы. В прошлом году у нас при дорожно-транспортном происшествии пострадало 5 детей. В этом году, в начале года уже, эти первые дорожно-транспортные происшествия, при котором пострадали 2. Прошу водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим, вести транспортное средство с осторожностью, потому что дети могут неожиданно выбежать в неустановленных местах на проезжей части перед близко идущим транспортным средством. А также хочу обратиться к родителям, чтобы они обучали своих детей к поведению на улицах, именно чтобы они переходили проезжую часть установленных и на разрешающий сигнал светофора. Данил Алибаев, Ниас Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.